В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Мечты сбываются. Сегодня в Грозном новоселье справили 231 семья. О торжественной церемонии открытия таунхауса в нашем репортаже. Герои нашего времени. Каждый гражданин должен быть патриотом своей родины. Росгвардейцы отмечают профессиональный праздник. Об истории, писанной мужеством, Валентина Гусевская. Скорость и адреналин. Мы отбираем и формируем региональную сборную Чеченской Республики, которая будет участвовать во всероссийских мероприятиях. В Грозном состоялись чемпионат и первенство по гонкам дронов. В Грозном торжественно открыли коттеджный поселок. Всего здесь 231 таунхаус с полной внутренней обстановкой. Вокруг детские зоны, места для отдыха и много зелени. А рядом школы и детские сады. И самое главное, эти дома построили для тех, кому они нужнее всего. Многодетным семьям и тем, у кого нет своего жилья. Деньги на строительство выделил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Репортаж Турпа Лолита Исумова. 33 жилых дома в виде 231 таунхауса открываются в Исаитовском районе Грозного. Это огромный подарок, который общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова преподнес нуждающимся жителям, до недавнего времени проживавших в оползневых зонах с риском для жизни. Но теперь все плохое в прошлом. Поздравить новоселов пришли официальные лица и почетные гости. Мэр столицы Хасмагомед Кадыров в своей речи отметил, что просторные помещения имеют все удобства, а фонд в очередной раз совершил благое деяние, значимое в священный месяц Рамадан. Сегодняшнее событие особенно символично, так как оно проходит в священный месяц Рамадан и в год Грозного и района имени нашего президента Владимира Владимировича Путина. Реализация этого значимого проекта стала возможной благодаря региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Особую благодарность в связи с этим выражаю президенту регионального фонда Аймане Несиевне Кадырова. Именно благодаря фонду 231 семья, прежде не имеющего собственного жилья, а также те, кто вынужден был проживать в ветхих аварийных домах, совсем скоро встретит священный праздник Ид-аль-Фитр в уютных новых домах. Благодаря главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, регион демонстрирует впечатляющие успехи в улучшении благосостояния граждан. Все наши достижения – это закономерный результат последовательной политики, основанной на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его мечта о возрождении Грозного из руин воплотилась в жизнь. И сегодня под руководством Рамзана Ахматовича мы продолжаем уверенно двигаться вперед, достигая новых еще более значимых рубежей. В завершение хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этих домов. Бок бол бушун магартак октах мархи бут болшнеха бага марнаш долша дина бюсен дуккунах ахигар массарна угар хал хой пачайна отак амел хайкчарна деуре солала кwan далда беркати юлой Ахмад Сила Аллаху Акбар. Председатель правительства субъекта Магомед Даудов зачитал приветственное слово главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В нем политик отметил гордость за то, как быстро новое жилье стало доступно людям. За рекордно быстрый срок жизнь этих семей изменилась на до и после. Такой масштабный социально значимый проект реализован мастерами строительства очень качественно. Дорогие друзья, мы открываем очередной объект в рамках года города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина. Площадью около 29 тысяч квадратных метров для горожан, которые нуждались в улучшении жилищных условий. Все расходы по строительству взял на себя региональный общественный фонд имени нашего первого президента Чеченской Республики и Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Благодаря этим квартирам более 200 семей получат возможность встретить один из главных праздников мусульман Ид аль-Фитр в своем новом жилье. Мы будем и дальше строить, развивать наш город, улучшать качество жизни наших горожан. Я выражаю благодарность президенту фонда Аймани Несиевне и всем тем, кто принимал участие в строительстве этих квартир. Дальше Осмашин дал Берткивель, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Вежи, амина васти, инсо квартир шва, шей Осмаш хая шва ирбол, вай вежи, вай ежи, шуна дуй селам масана гангириза, бенч بنج بالبلغ ماخا ومحك داس ديدريسل سن رمزان حسيلان واغ ان حاجه خزلق راخا دير ديون حق داقا يقبل ميري بالوشت داق سري تلش دروج نيكش مسانا حق قمل هيكچانا برخليز ديدريزا الر داق ويا مسارا حق ويصرخه ومحك دين رمزان حجينا داق بروجكت حق كيز كخنا يا ديستويتن حنور دوش دينال دوش ديونا قايق ديشوم دو ديون داق داج ددلشي إذا أقري على دالش يدك شو ها كوميرشال دوش بوصل تجنا أقري دج صوت دبي كوميرشال ديون تاوين ما خا وين مهك دا ديونا شا كوميرشي وش تا شيء قومن كوميرشي وش ويفوند ديونا ويسوق دقر دينوير واتس ديونا سوميال دين دولو هوسيش دعدان شلا يدعويلش دروي ديون ويتبع كان بول شيء خصمش شيء عارض آخر ديونا فتشة حيزوش ديونا تبع كان ويبوصل بيجي بوديون ثاني خصمش يشخين وين ما داي وش انت محدول وين لينين خا وين ها خصمينا خا وين مال ها خدول دينا خا إذا كوميرشال ديون تانا سياحة ديون هنزا ماردوش شبيلش شبعي طي إتصو ديون سميع الحمد لله دال خاستن بو نوخشية دائما ويرشخنا تروكي دوش تكون تخي دايش نانوش ليلينك تكون دكدو هنس دير مالديوجنا ما جيم اتخيتي تيمياتسونز ديون دائما تعيري يشو ميت كوارتير شين تدين وش دندن دونش حدل دي شو ميت ديون احاله مودر تخي دايش ليلينك تكون دغادو بقيني شو يقعبو شا ولد عولس ديون شي صار او كوخنيه ديونا اتق بوغ بورتسو يو زاربتك شكودري ديون كشارع ديون شبان بورتسو مسو ما دورتسو ديون شي صار اغودن ديون ناختر درواستي بوش هنزما غالنا سن ديون حالوي تيكل دين زين واش اوش دول زين واش نان شون حق دال بيرك دويل ديون دندر لا وي بوتشو ديون دالوش دوس دال سا دويل دال ليلوش اما بيركت وي مهك دينا شون مسانا دويل دال بيركي خصم شويل شي خصمي بوغ دوقم دوز ديون يدوقم دوز داق خيلا لاتش عيسى وي بيرو يوسف المير توم هجيو شو ما خاطر ديونا دوكسروك شكورير وتينا سو ديونا خبح كان غالس مينستر بيش بوشتا ونيباسريسنو هوالي شو عبوع بيش وال مير خاص مدينة خوش دو تعيلش متع اوغر نوعدوش ده كودر خصمينا موسو ما دندن سوچو ميبل خواتن تلفزيون خواتن موسو ما دندن خد عوقش وكير دال سوچو وقت سوچو هو يكنات عم يوخ كان كريور كون مثلا غوش خلدو كون يمغر دوشم داتيز ديون دال اوغلو يريوش حاندينش ديكن ديون هم بوسر دغو ساج ديون تو حين غوخل شي خور داتون دال بيرتكي فيرشن خصمش ديون دال تبو ومسارات حني قبل هر مارفي بوت مسيري ديون دال اوبل بولين شي قود دال شوي مارنس دوستردو خزغوشي ديونا دي سيادوش مارفي حوش الراديو اشتاق دي حيشي بو ديون كراز نوشي قومن تبحكن خز تاجرجل وليلو داسوالا خزمت كيو خد دال تي بيرتكي ويل ديون. После выступлений гости вручили обладателям жилья заветные документы. На лицах новоселов в этом моменте только радость. Перерезав ленту, официальные лица сами осмотрели таунхаусы. Тут все приборы электрические, в том числе отопление. Есть мебель и современный ремонт. Зара Кайсарова и Эсет Бациева – счастливые обладательницы данного жилья. По их словам, прошлая жизнь напоминала им настоящий кошмар с риском схода с земли со всеми строениями. Эти дома надежные, как скала, и проводить в них время будет только в радость. За это они и благодарят руководство фонда и всего субъекта. Радость, очень большая радость, если честно. Мы даже, если честно, даже не думали, что у нас
такие будут. Мы хотя бы, надеялись, хотя бы, может, однокомнатную нам дадут. Но такая шикарная обстановка будет, мы даже и не представляли. В первую очередь я искренне поблагодарила бы Аймани Несиевну, Дейрес Хейлсон, Визендейл, Хондал, Сидойлсон, потому что отсюр ирхаде ахантхо хозхаза чхтун харшай кус машела елтхо построитина хаштун елач. Дейрес Хейлак Аймани Несиевна, Рамзан Кадыровна, күгмел таханчон, кузар массана строительш бала, мил вала, күгілху вала, күк төхнақцар, массар яқатсынық. Зан массана дейрес хилдал біркіл дойлақцан, дал инхияттан бойлақ массуч ағыр, дейрес хил. Этого же мнения и другие новоселы. В такой момент некоторым даже не верится. Реальность это или сон, но чудеса случаются и наяву. Чохаз квартир, шью уйдешь чохазю, загородка чохазю, дейрес хил Рамзан. Я сама внутри смотрела, везде мебель есть, очень красиво, все белое, очень рада. И дейлрейсхл еще раз. Марх наш осуча достар дудал могла. Марх наш масер дал обал дойл. Хаз хусмашу, ол хаз согат, дох согат, до из тахан хуз чувечи хархумш ецтеруёч. Например, со йохтаган иш ецтеруёч, духна херма буш ецишёч. Дел рез холдал сар йол визандел вокан дел дал хок дуненча шайох заманча дал ал шойл дал догца юш барца белш дал шалил чумна беркат деш визандел хок халк андал лахтвел вай пача. Теперь этим ребятам остается только заселиться и расположиться так, как душа пожелает. Счастливая жизнь с чистого листа. Так можно охарактеризовать этот подарок для нуждающихся семей. И самое главное, праздник Ид-аль-Фитр они встретят в приятной и уютной обстановке. Турпа, Лолита Исумов, Сайтымин Мусаев и Ислам Ибрагимов. Вести. Чеченская Республика. В Натеричном муниципалитете тоже праздник, новоселье для 42 семей. Эти дома построили для людей, которые жили в опасной зоне, где часто бывают оползни. Теперь у них красивое современное жилье, где все удобно. Строители работали не покладая рук, чтобы успеть к празднику Ид-аль-Фитр, символизирующему окончание месяца поста Рамадан. О радости новоселов Мадина Нусалчиева. Общая радость объединила жителей поселка Горогорский сегодня. Долгое время они жили в опасных оползневых зонах, но уже через несколько минут получат ключи от новых домов. К оползневым зонам на территории Чеченской Республики относятся 10 муниципальных образований. Наиболее критичная ситуация с жилыми домами, расположенными в Натеричном районе. 42 семья из 272 хархо из оползневых зон. Именно тех تخلدولا كارت وانجينيو تاخان ونو هذا دشي سانس أنا مالخ سنات إنه أشتاد الجراب رادس تمويات هر يريج ريون هر يورت شابك خلوق ده أنا وجر حالخ ويلير من مخش ده أنا مزان أخوة تيجي بركل ده رزقله ده القبل ساق ولا على أرتونش ده. С целью обеспечения безопасности проживания населения региона Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики с 2018 года реализуется региональный проект переселения граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики. В рамках государственной программы субъекта обеспечением доступным комфортным жильем, коммунальными услугами граждан, проживающих в Чеченской Республике и развитие энергетики Чеченской Республики. По данной программе у нас ежегодно ведется работа по расселению и предоставлению жилых помещений жителям нашей республики. В общей сложности у нас расселено порядка более 700 семей, что составляет порядка более 5500 человек. Также данная работа, конечно, будет продолжаться. Мы планируем завершить эту работу где-то к 30 году. В общем, по республике данная проблема стоит довольно-таки очень остро, но при этом ежегодно эта работа по поручению и при поддержке уважаемого главы нашей республики она проводится на системной основе. Поздравить жителей с этим радостным событием прибыл председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Он зачитал собравшимся письмо от главы региона. У этих людей жизнь начинается с новой страницы. Дома, построенные с учетом всех современных требований, обустроена прилегающая территория.
Да, у нас еще остались семьи, которые нуждаются в переселении из оползневых зон. В рамках регионального проекта все они обязательно получат новое жилье в безопасном месте. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве этих домов. Новоселам желаю всего самого наилучшего. Пусть в этих домах начнется ваша новая жизнь и всегда сопутствует удача. Далдя Бердкивель, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Тана шоу мероприятию Аласи Иса Тухадош администрации Беллой Дукубуку Кавандих Хадош то Хитяха Галичуа тоже диона Шибаи Куайт семья еще по программе Дазер дин далдер алвел дал газват قبل دويل Ахмад Хаджи Царахил фонду ومهكنا أمان استيونا رزق قاچينا تيجي إشتين تين وشتريزي تحتيج على بولنا خا يحش شو سن إشتيلير كتيري هنا الشيء ودريجي كيجي غلزاد عتسوي تأخين اتساحة آلاء دري بروستوقع خاتن عشانا كيجي كان هتي ديوان تان خايتا لأسون شيء كو شيء خيرش بوج إز دوقم دويز وداي تير داي ديوان خيل ستوش اتس ديانج ديوان اتس حسبين ستوش ديوانا دعبانا ديوان شيء نشيت راغو دا حلقة نوخشية شاويل دعوالت ديوانا آريانز واتويش ورق زاربتش وويش ورز ديوان جاتي وويش ورز موسو ما درز اعتقنا عيد البارمي الحمد لله دال خاصة بوديوان وميك دي رمزان حاجة تن يقمتك ويباتش حيتي ديكلر بعندوش وسمس ديفيد سوبيكت يقع صحة هار برنامجات وينوخشي تروح باي تقش متكش ديوان انزري دقيشون هو باتش عقيا إيمن هقع تيقش متشكع ديوانا إزناعانس إنوش يغدير دوال برنامجيو إذا دال ديق الويل دال غازوة قبل دوال أحمد حاجي بيرك دويز يدعوالشي ونيوقي حيرش حدوش ديك. И вот долгожданный момент. Красная лента торжественно перерезана, а ключи переданы своим владельцам. В семье Зарган Абубакаровой, состоящей из 12 человек, долгое время была непростая ситуация. Они ютились в старом доме, который находился в зоне риска. О таком подарке она и мечтать не могла, признается женщина. ويبقى رمزان أحمدويشن تين مخنان أيماني نسيمنا قداء ميلح جندال سادو الهرش تون دق صوغة تقق بيش بطح تون هرش دلر مستار دوم جوحا اشتان جيم راوتن إزبوش كشير هديها تعشق حكومة يور تخو شيت تكبر جوحاش دا $100 زنكدين ويدين تينا إشчо хасيت мартена. Новые дома радуют просторными и светлыми комнатами, качественной облицовкой, всеми необходимыми коммуникациями. Жители выражают искреннюю благодарность президенту фонда Аймане Несиевне и Рамзану Кадырову за возможность жить в безопасности. هر إرسي دي هر خزدي هو مارخي هر بيش بحتا فنستي البقل قحسن خزخيتخون دي ريسخون خسانا. Не останавливаясь на достигнутом в 2025 году, планируется переселить еще более 80 семей, проживающих в опасных для жизни оползневых зонах. Такие меры не только защищают людей от оползней, но и дают новые возможности для их жизни. Семьи теперь могут расти и развиваться, не опасаясь за свое завтра. Мадина Цалчиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Руководитель администрации главы правительства Галас Таймасханов провел встречу с главами муниципальных образований. Ключевая цель – определение приоритетных направлений и координация усилий для комплексного развития территории региона. В ходе встречи обсудили мастер-план развития республики, а также улучшение работы коммунальных услуг. Подробно о том, как изменится регион, Медина Мударова. Встречу руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов провел по поручению главы региона Рамзана Кадырова. Совещание прошло с главами муниципальных районов. Основная цель – определить приоритетные направления и скоординировать усилия для всестороннего развития субъекта. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание по вопросам социально-экономического развития территории. И наша с вами задача в первую очередь
является координация всех органов государственной и муниципальной власти, а также заинтересованных организаций. За последние годы нами достигнуты большие успехи по всем направлениям деятельности. Принимаются эффективные меры по повышению уровня и качества жизни населения. В ходе встречи были заслушаны доклады министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Муслима Зайпулаева. В первую очередь обсудили разработку мастер-плана Чеченской Республики, уникального для России проекта, который станет дорожной картой развития субъекта до 2035 года. Проще говоря, это подробная инструкция, как построить лучшее будущее для региона. Цели мастер-плана – это диверсификация экономического и децентрализация пространственно-территориального развития республики, повышение качества жизни, включая создание новых рабочих мест, уменьшение миграционного оттока, создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов, трансформация экономики с формированием высокотехнологичных и инновационных отраслей, повышение финансово-бюджетной самостоятельности и самообеспеченности. Также в Чеченской Республике активно реализуются мероприятия по комплексному развитию территории. Сейчас идет работа над 3 проектами – 2 в Грозном и 1 в Аргуне. Там появятся новые дома, магазины и другие необходимые объекты. Строительство планируют завершить в течение 4-5 лет. Кроме того, планируется начать подобные работы еще в 5 районах республики. В данный момент это город Грозный и, соответственно, город Аргун. Город Грозный, Мальмагар – это основной наш проект, новый район имени Владимира Ильича Путина и, соответственно, города Аргун, это жилищный комплекс Устрада. Но также ведется работа еще в 5 муниципальных образованиях Мальмагар. Это Очко-Мартановский район, это Шелковской район, это Юргенский муниципальный район, Наурский муниципальный район, Натеречный муниципальный район. Соответственно, здесь однозначно мы считаем, что на этапе подготовки Куршевойский муниципальный район. Ну и, в принципе, здесь мы не озвучили, но Селмоводский муниципальный район, а озвучить целях, на самом деле, представился Мельничары, мы даже выезжаем на площадки, соответственно, люди работают уж в Албештуках, и на Шушку. Активно идет процесс и по улучшению работы коммунальных услуг. В Чеченской Республике активно обновляют системы водоснабжения и канализации, чтобы обеспечить население чистой водой. Но работы еще много. Руководство региона разработало большой план до 2030 года. Планируется строительство и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В 2025 году начнутся работы по строительству канализационных сетей в Очко-Мартане. В целях улучшения ситуации в коммунальной сфере осуществлено строительство новых замена ветрных сетей водоснабжения протяженностью 1500 километров. Так что у нас всего было 5500 километров, получается порядка около 30%. Мы, соответственно, дополнительно еще построили и реконструировали. Строительство реконструкции водозаборных сооружений 14 единиц мощностью 192 тысячи кубических метров. Строительство канализационных сетей протяженностью более 230 километров. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений 17 единиц, последние 5 лет, 17 единиц канализационных очистных сооружений построили и реконструировали. В завершении Галастай Масханов подчеркнул важность комплексного подхода к развитию региона и призвал глав районов принимать активное участие в каждом этапе работы. Он отметил, что успешное выполнение поставленных задач позволит создать благоприятные условия для жизни и работы в Чеченской Республике. В Чеченской Республике ведется масштабная работа по развитию региона. Планы охватывают улучшение жизни, развитие экономики и социальной сферы. Несмотря на трудности, благодаря комплексному подходу и грамотному управлению регион уверенно движется к процветанию. Предстоит большая работа, но все намеченные цели будут реализованы во благо жителей. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Уже 9 лет Национальная гвардия, созданная по приказу президента России, надежно стоит на страже безопасности страны. Об этом написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Чеченские росгвардейцы вносят весомый вклад в обеспечение правопорядка и демонстрируют высокий профессионализм, в том числе в зоне СВО. Их задачи самые разнообразные. Охрана важных объектов, борьба с бандитизмом, обеспечение безопасности высоких должностных лиц. О героях нашего времени Валентина Гусевская. Разрешите, товарищ подполковник. Приказ на подпись. Асланбек Аслаханов служит в Росгвардии заместителем командира полка, начальником штаба. Отвечает за координацию действий бойцов. Однако 23 года назад начинал с рядового бойца ОМОНа, куда его взяли сразу после армии. Иногда бывает, что профессия сама выбирает нас. Так же было и со мной в том далеком 91 году, когда я
вернулся из армии. Ко мне подъехали двое сотрудников милиции, 2 капитана, я помню. Предложили устроиться в ОМОН, тогда впервые набираемый в Чеченской Республике. Сказали, мол, по внешним данным вы нам подходите, согласились бы вы. Ну, я поехал, прошел собеседование, они меня приняли, и с тех пор моя деятельность на этом поприще продолжается. Полк полиции «Ахмат» входит в состав Росгвардии по Чеченской Республике. Его бойцы охраняют нефтегазовые объекты региона. Служба ответственная и порой опасная. По словам сослуживцев, многое зависит от руководства. Асланбек является профессионалом своего дела, давно служит в органах, является примером для молодежи. Мы, можно сказать, на него ориентируемся, знает свою работу. Я считаю, что каждый мужчина обязан отдать долг Родине. Но в Росгвардии каждый человек находится на своем месте. Руководство профессиональное, специалисты свое дело. И это залог успеха Росгвардии. Войска правопорядка были образованы более 200 лет назад императором Александром I как батальоны внутренней службы. Сегодня в прообразе современной Росгвардии они стоят на страже общественной безопасности, контролируют оборот гражданского оружия, пресекают терроризм и экстремизм. Кроме того, росгвардейцы героически участвуют в боевых действиях спецоперации с первых ее дней. День войск Национальной гвардии – всероссийский праздник, который отмечается 27 марта вот уже на протяжении 9 лет. Это напоминание о том, как важна их служба для обеспечения спокойствия и безопасности граждан. Помимо выполнения служебно-боевых задач, сотрудники регулярно участвуют в донорских акциях, тем самым показывая пример гражданского долга и участия в социальных инициативах. Много дорожно-транспортных происшествий, аварий. Многим нужна кровь для переливания. Я считаю, что каждый уважающий себя гражданин Российской Федерации и житель Чеченской Республики должен приезжать, чтобы сдавать свою кровь. Каждые 2 месяца от управления сдаем кровь для нужд граждан, для военнослужащих, которые готовы отдать жизнь в интересах своей Родины. Десятки тысяч бойцов и офицеров награждены государственными наградами, так как вне зависимости от обстоятельств их девиз всегда на страже. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Алисхан Кацулов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. С чтения аятов благородного Корана сыном Бувайсара Сайтиева дан старт возведению мечети. Она будет носить имя прославленного спортсмена, легендарного 3-кратного олимпийского чемпиона. Святыня будет расположена в городе Ачхой-Мартан. Репортаж Валентины Гусевской. На территории Ачхой-Мартановского района в строящемся поселке имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, дан старт строительству новой мечети. Она будет носить имя легендарного чеченского борца, 3-кратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В начале мероприятия сын спортсмена прочитал суры из священного Корана. Мечеть будет возведена за счет регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественной церемонии приняли участие вице-президент Федерации спорта региона Магомед Эмин Галаев, родственники спортсмена, сотрудники администрации района, религиозные деятели и местные жители. Они отметили важность строительства мечетей. Сегодня огромное количество людей тут собралось. Это очень радует. С одной стороны, в прошедшем времени про Бувайсара Хамидовича говорить как-то не привыкли еще, но вот на таких мероприятиях, когда собирается, сердце все же радуется, потому что Бувайсар был достоин такого и при жизни, и после нее. Святыня будет рассчитана на 500 молящихся, которая по завершению строительства станет очередным украшением города. Валентина Гусевская, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Это обусловлено уровнем инфляции и ростом прожиточного минимума. Социальный фонд проведет индексацию автоматически, без необходимости дополнительных обращений. Это уже 3-е увеличение выплат для пенсионеров с начала года. Кому положены выплаты и насколько они вырастут? Лимна Джамалдинова.
С 1 апреля 2025 года произойдет индексация социальных пенсий на 14,75%. Важно отметить, что повышение будет осуществлено автоматически, и пенсионерам не потребуется подавать никаких дополнительных заявлений. Всего индексация коснется свыше 109 тысяч получателей социальной пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производятся социальные доплаты, которые позволяют увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. Социальные пенсии предназначены для различных категорий граждан, включая лиц с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца. Возраст выхода составляет 65 лет для женщин и 70 для мужчин. Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если социальная дотация ниже этого, местные власти назначают дополнительные выплаты. Напомним, что с марта месяца этого года в социальном фонде региона запущена система единого контакт-центра. То есть клиент может, находясь в любом месте, позвонить и получить консультацию от специалиста по интересующим его вопросам. Поступает очень много звонков по поводу индексации социальных пенсий. Граждане могут получить бесплатную консультацию по единому номеру единого контакт-центра по всем вопросам мер социальной поддержки. Индексация затронет всех жителей Чеченской Республики, имеющих право на получение, независимо от трудовой деятельности. Это позволит обеспечить стабильность и поддержку для пенсионеров в условиях меняющейся экономической ситуации. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Сайтелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялись чемпионаты первенства Чеченской Республики по гонкам дронов. Порядка 80 пилотов в двух возрастных категориях приняли участие в состязаниях. Задача участников была одна – максимально быстро преодолеть полосу препятствий. Репортаж Зарины Халиковой. Крытый футбольный манеж Грозного собрал юных спортсменов со всего региона на чемпионаты первенства Чеченской Республики по необычному виду спорта – гонкам дронов. Мероприятие проводится при поддержке Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту, Общероссийской Федерации гонок дронов, а также ГГНТУ имени академика Миллиончикова. Подготовка к этому мероприятию у нас проходила достаточно давно, еще с прошлого года, потому что это первый региональный этап этого сезона 2025 года. И мы отбираем и формируем региональную сборную Чеченской Республики, которая будет участвовать во всероссийских мероприятиях. Это Кубок гонок дронов России, это другие всероссийские мероприятия. В этом году очень много участников, это и школьники, это и взрослые. В большей степени это связано с тем, что сейчас дроны в России очень активно развиваются. В этом году в соревнованиях принимает участие рекордное количество дроноводов. Каждый из них подходил к тренировкам с особой серьезностью. Адам Дабагаев занимается беспилотными авиационными системами не первый год. Как только в его лице открылась площадка БАС, он сразу стал ее воспитанником. За плечами множественные испытания, гонки и чемпионаты. Но для Адама участие в данном чемпионате – серьезный шаг. Я представляю лицей «Квант». Я работал на соревнованиях очень усердно. Наш педагог нас обучал, рассказывал. Соперники у нас были сильные, хорошие, но я жду хороших результатов. Чтобы стать лучшим, ребятам пришлось соревноваться в нескольких дисциплинах, включая класс 200, класс 75, технический стимулятор и визуальное пилотирование. Как признаются члены жюри, судить юных спортсменов – дело далеко не легкое. Оценивать детей, конечно, сложно, но так как это все-таки дети, но их нужно оценивать с определенными критериями. Но скажу, что дети сегодня очень основательно подготовились и показывают прекрасные результаты. Победители первенства и чемпионата будут отмечены дипломами. Ну а лучшие пилоты попадут в сборную Чеченской Республики и будут участвовать во Всероссийском кубке по гонкам дронов в 2025 году. Чемпионат и первенство Чеченской Республики по гонке дронов не оставил никого равнодушным. Как отмечают и организаторы, и участники испытания, каждый год данный вид спорта набирает все больше популярности и последователей. Зарина Халикова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.